Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Возвращая былое величие якутских борцов вольного стиля, начнет тренировать олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Новый ясли-сад открывают сегодня в микрорайоне Прометей. Наш корреспондент с места событий расскажет подробности. Традиционных крещенских купаний этой зимой в Якутии не будет. Верующим разрешат принести воду, чтобы осветить ее. Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Внуково. Боинг 747, следовавший по маршруту Нерюнгри-Москва, при посадке выкатился за пределы полосы на 30 метров. На борту в этот момент находились 109 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они покинули воздушное судно в штатном режиме. Пострадавших нет. По предварительным данным, самолет повреждений не получил. Посадка была очень трудной, была сильная метель, еле приземлились на самом деле. И потом в конце, когда уже тормозил самолет, мы уже похлопали, в принципе, всей толпой, что еле-еле приземлились. Но потом, когда он приземлился, он тормозить начал, и в это время он скатился с трассы. А вы почувствовали это как-то? Ну, мы такой легкий, такой, знаешь, как будто бы на кочку доехали, в принципе, все, такое, больше ничего такого не было. Мы даже ничего не поняли, пока нам командир корабля не сообщил, что мы слетели с полосы с угрунтом в связи с гололедицей. Ну и все, тут стали подтягиваться эти МЧСы, аварийные, скорая, пожарка. Потом, трап не удалось с первой попытки по той простой причине, что сначала нам было расчистить эти пути, чтобы трап подогнать. За минувшие сутки в Якутии зарегистрировали 195 случаев коронавируса, в том числе 17 носителей инфекции. По информации оперштаба региона, 85 человек заболели в Якутске, в Мирнинском районе 18, в Нерюнгринском 15, по 11 случаев в Алданском и Мегино-Кангаласском районах, по 6 в Амгинском и Вилюйском. Также в Тампонском районе обнаружили 5 случаев заболевания, в остальных районах от 1 до 4 случаев. Компанию «Биокат», которая производит вакцину «Спутник Ви», посетил российский премьер Михаил Мишустин. На экскурсии по предприятию он ознакомился с процессом производства вакцины, а также препаратов для лечения COVID-19. В частности, глава Кабмина увидел процесс производства лекарственного средства «Левилимаб», которое широко применяется при лечении тяжелых осложнений после коронавирусной инфекции. Кроме того, Мишустин осмотрел процесс производства вакцины «Спутник Ви» в промышленном масштабе и увидел фасовку и упаковку флаконов с препаратом. Здесь не производят, здесь производят эксперименты, которые позволяют нам потом большие уже инвестиции. Мы провели анализ готовности субъектов Российской Федерации к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена, определены более 1200 медицинских организаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса. Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства, соответственно, доставки, хранения и пунктов вакцинации. Хочу еще раз сказать, и подчеркнуть, что вакцинация должна идти непрерывно, нарастающими темпами, в том числе и в праздничные дни с соблюдением всех необходимых требований. Также Михаил Мишустин сообщил, что до конца зимы в медучреждения России поступят примерно 6,5 миллионов вакцин от COVID-19. Кроме того, глава Кабмина отметил, что в настоящее время планы по производству вакцины в стране перевыполняются. Строительство Ленского моста обсудила рабочая группа под председательством исполняющего обязанности первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Бердникова. Рассмотрены вопросы гидрологических и ледовых условий реки Лены и технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в климатических условиях нашего региона. Дмитрий Бердников подчеркнул, что эти аспекты очень важны при строительстве моста. Он отметил, что якутян особенно волнуют вопросы, не будут ли создавать помехи опоры моста при ледоходе, выдержат ли они ледовую нагрузку, а также какой конструкции будут ванты. Для анализа оценки этих рисков и моделирования проектным институтом привлечены специалисты высокого класса.
Якутских борцов вольного стиля с начала следующего года начнет тренировать Хаджимурат Гацалов, чемпион Олимпийских игр в Афинах, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, согласился стать для сборной республики старшим тренером-консультантом. Об этом сообщил на отчетно-выборочной конференции Федерации спортивной борьбы Якутии глава региона. Решение пригласить Гацалова Айсен Николаев, президент Федерации спортивной борьбы Якутии, принял из-за результатов, которые якутские борцы показывают последние 3 года. Он отметил необходимость в переменах и принятии новых решений. Есть все условия, возможность, есть хорошие ребята, есть потенциал, в принципе, с кем можно работать. Поэтому на сегодняшний день совместно и с президентом Федерации Айсеном Сергеевичем, который предоставил все возможности, и с главными тренерами, с личными тренерами будем разрабатывать систему, план работы. И надеемся, что в ближайшее будущее у нас получится вернуть те традиции, которые многолетние были в Якутии. И в ближайшем будущем ребята проявят себя и вернут себе вот этот статус, можно сказать. Поэтому мы все задачи и цели, которые поставлены перед нами, мы будем их решать. Также Айсен Николаев вручил борцу вольного стиля Аялу Лазареву денежные сертификаты. Их общая сумма составляет 900 тысяч рублей. 400 тысяч от Минспорта Якутии и 500 тысяч от Федерации борьбы. Спортсмен получил сертификаты за бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии, где он представлял Киргизию. Аял Лазарев стал первым в истории якутского спорта борцом в весовой категории до 125 килограммов, достигшим такого результата. Новый ясли-сад открывают сегодня в микрорайоне Прометей в рамках реализации нацпроекта «Демография». В торжественной церемонии принимает участие глава Якутии Айсен Николаев. В эти минуты на месте событий работает мой коллега Дмитрий Тымыров. Он расскажет о новом детском садике подробнее. Дима, приветствую. Передаю тебе слово. Сергей, здравствуй. Сейчас мы находимся в актовом зале нового детского сада. Новый детский сад имеет 4 ясли-группы. Он расположился именно по адресу Автодорожная 13/1, корпус 2. Здесь хочется отметить, что осенью этого года глава Якутии посетил данный объект. Он уже был тогда готов. Были не готовы только документы. И тогда он поручил Министерству образования и городским властям проделать всю необходимую работу и оформить новый детский сад как надо. Сегодня здесь, в новом детском саде, расположились медицинский кабинет, универсальный зал, кабинет психолога и логопеда, пищеблок и медицинский блок. Новый детский сад распахнет свои двери для юных якутян уже со следующего года. Давайте послушаем, что нам сообщила заведующая этим образовательным учреждением. Группы у нас здесь 4, 4 ясельные группы. После, двухгодового, пребывания здесь в ясельных группах, они будут переходить уже во вторую младшую группу. Это в основные наши 2 корпуса, которые находятся также в этом микрорайоне. Коллектив у нас набран. В принципе, здесь у нас рассчитано на 8 воспитателей, 4 помощника, ну и весь техсостав, учебно-вспомогательный состав уже набран. И сад, ясельные группы мы планируем открыть после Нового года в январе. Сегодня в рамках торжественной части глава Якутии отметил, что на территории региона в 2021 году откроется еще несколько социальных учреждений. Это не только детские сады, но и детские школы, образовательные школы. Отметим, что сегодня новый микрорайон Прометей является массово заселенным. Здесь сегодня проживает более 8 тысяч горожан. И этот микрорайон будет развиваться и дальше. На этом у меня все, коллеги. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров в прямом эфире рассказал об открытии детского сада «Прометейчик». А мы идем далее.
Новые современные мастерские по обслуживанию транспорта открыли в Якутском индустриально-педагогическом колледже. Учебное заведение выиграло грант Министерства просвещения России в размере 34 миллионов рублей. На эти средства колледж открыл 5 новых мастерских по направлению обслуживания транспорта и логистика. У студентов появится возможность изучать предметы не только в теории, но и в условиях максимально приближенным к производственным. Это дает возможность после обучения выйти конкурентоспособным специалистам, готовым к работе на новом оборудовании. Это третьи мастерские у нас в республике, которые созданы в рамках федерального проекта. Ранее мы открыли в Покровском колледже, помните, колледже связи и энергетики. И это будет продолжаться. Наша задача создавать условия для наших ребят, потому что действительно это вклад в будущее, когда мы создаем такие условия, и сегодня это делаем в рамках наших проектов, и наши задачи, они как раз таки должны быть ориентированы на будущее именно сегодня. Традиционных крещенских купаний этой зимой в Якутии не будет. Такое решение принято епархиальным советом под председательством архиепископа якутского Еленского Романа. Однако верующие смогут принести с собой воду, чтобы осветить ее. Отмена массовых купаний связана с коронавирусной инфекцией. Напомним, что в предыдущие крещенские купания в 25 районах Якутии и 2 городских округах было организовано 44 места для купаний. Это 35 купелей и 9 прорубей. Чем порадовать оказавшихся перед зимними праздниками в больнице детей? Конечно, визитом Деда Мороза. И не одним, а сразу несколькими, да еще и спускающимися с крыши на альпинистском снаряжении. Морозовская больница в Москве устроила ежегодный десант символов Нового года, разнообразив традицию приветствием снегурочек, танцами уличных артистов и оркестром снеговиков. Подробности далее. Сразу несколько Дедов Морозов высадились на крышу Московской детской больницы в пятницу в преддверии скорого наступления Нового года, чтобы подбодрить маленьких пациентов. Дети, а также их родители, смеялись и фотографировали персонажей с длинными бородами в красных пальто, которые спускались вдоль стен по веревкам и махали через окна. Десант Деда Мороза – ежегодная традиция Московской Морозовской больницы. Но в этом году торжества не ограничились высадкой главных новогодних героев. К альпинистам присоединились снегурочки. С подъемной платформы они приветствовали малышей, которые из-за недугов лишены возможности порадоваться предпраздничной атмосфере. Затем последовало красочное шоу уличных артистов, которые маршировали и танцевали во дворе медцентра, а оркестр снеговиков играл праздничные мелодии. Зимний карнавал проводился на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.